Хотел рассказать вкратце о том, как поставлена работа в прокуратуре по выявлению преступлений в рамках проведения общенадзорных проверок исполнения федерального законодательства, действующего на территории Российской Федерации. Значит, действительно, то есть данная работа проводилась достаточно активно как в 2017 году, так и продолжает проводиться в 2018 году. Так, к примеру, мне хотелось бы отметить случай, когда 21 декабря 2017 года был выявлен факт смерти несовершеннолетнего подростка, который погиб в результате обморожения. Значит, тело его было найдено около одной из котелен общеобразовательных учреждений, где действительно, значит, по приезде скорой помощи была установлена фактически биологическая смерть. Результаты экспертизы показали, что смерть произошла в результате обморожения, и подросток умер от переохлаждения организма. Значит, кроме того, эксперты установили, что в крови, значит, подростка содержалось в достаточно большом количестве содержался алкоголь, что явилось, собственно говоря, непосредственно, скажем, причиной того, что подросток погиб, как было установлено проверкой, которая проводилась прокуратурой. Значит, действительно, данный подросток на протяжении достаточно длительного времени вместе в компании со взрослыми людьми употреблял алкогольные напитки, то есть и на момент смерти находился в достаточно сильной степени опьянения. По результатам проверки прокуратурой было выявлено, что на протяжении всего 2017 года, то есть с июля по сентябрь, с сентября по октябрь и на протяжении с 5 декабря по 20 декабря 2017 года подросток вовлекался непосредственно взрослым лицом в распитие спиртных напитков. Совершеннолетний виновное лицо, то есть предлагал деньги, передавал эти деньги подростку, на которые приобретались спиртные напитки, это водка, самогон, оказывающие, в общем-то, одурманивающее действие на его организм. Значит, по данному вопросу, то есть материал в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации был направлен в МВД России по Козловскому району, было возбуждено уголовное дело, и 16 апреля 2018 года, значит, приговором Козловского районного суда Чувашской Республики виновное лицо было привлечено к уголовной ответственности, и ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. Также в декабре 2017 года был выявлен факт нарушения требований жилищно-коммунального хозяйства при осуществлении управления многоквартирными домами на территории станции Тюрлима, где располагается 17 многоквартирных домов. Данные дома обслуживаются управляющей компанией «Звезда». Значит, тем не менее, значит, на территории Тюрюминского сельского поселения была создана еще одна управляющая компания директором Степановым. И, значит, данная управляющая компания, возглавляемая данным директором, она, введя в заблуждение населения, значит, начала незаконный осуществление сбора средств с населения станции Тюрлима. То есть жители многоквартирных домов, заблуждаясь, вносили денежные средства за коммунальные услуги, содержание жилищных помещений непосредственно в эту компанию. Значит, осознавая, что у данной компании нет договоров на подачу коммунальных услуг, нет договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, нет договоров на управление многоквартирными домами, тем не менее была собрана сумма 185 тысяч рублей. Значит, данная сумма генеральным директором была потрачена в своих личных целях, то есть он ими распорядился по личному усмотрению. Ну, соответственно, то есть по результатам этой проверки тоже также в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, значит, материалы были направлены в органы внутренних дел, и буквально 27 декабря 2017 года было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Это мошенничество». Значит, буквально 30 марта 2018 года прокурором было утверждено обвинительное заключение. Дело уголовное было направлено в Козловский районный суд. Приговором Козловского районного суда от 11 мая 2018 года Степанов был осужден по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание было назначено условно с испытательным сроком 2 года.